Друзья, всем привет! Припылил в деревню в 8 утра, а уже, ребята, 25 градусов в тенечке. Впереди такая жаркая неделя, до 33. С одной стороны, хорошо, я лично не люблю жару, но, как ни крути, детишки хоть купаются, открыли купальный сезон, загорают, водомоторники зажужжали, в общем, люди отдыхают, уезжают на природу. Как ни крути, свое лето. Лето, оно должно быть летом. Ну и по комментариям слежу, что у многих, конечно, сейчас пекет, жарище стоит страшное. В общем, такие дела. Сегодня, ребят, для многих будет, возможно, полезно, возможно, интересно видео. Сегодня хочу поговорить о водомоторной технике. Рассмотрим один лодочный мотор, бюджетный, ребята. И вообще прокатимся, обкатаемся. Короче, такой будет видеоролик, видеообзор. Будем разговаривать, общаться. Поглядим, ребята, что себе представляет новый, кстати, интересный китайчик. На рынке еще особо неизвестен, так что давайте начнем. Часто бывает пишут: Андрюха, посоветуй какой-нибудь лодочный мотор или какую-нибудь лодку. Ребят, ну, во-первых, на рынке сейчас стало очень много, сами, наверное, видите. Китайцы, братья, молодцы, сейчас, в принципе, стали делать неплохие вещи. Если раньше что-то говорили, вот это китайский, то, не знаю, ребята, у меня китайский мотор, хожу третий сезон, я не знаю, ну, есть каких-то нареканий, но нареканий не было. В этом году я сделал ТО, понятно, там потек сальник, но это, в принципе, расходники. А так, в целом, я не менял даже ни свечку, ни ничего. Заводится с первого раза, хожу постоянно, с ранней весны до поздней осени. Ну, почему бы нет, да? Ну да, может он как-то там жужжит не так, там, как не четырехтактный, там какая-нибудь Ямаха. Ну, ребят, до моих целей вполне достаточно. 9,9 под мою лодку, под мои расстояния, под мои походы вполне достаточно. Также и многие спрашивают, ну, надо разобраться. Кто-то ходит там по озеру, допустим, да, зачем там какой-то 9-сильный мотор, там 15-сильный мотор. Кто-то выходит там, я не знаю, там тренингуют, там, я не знаю, различные варианты, конечно. Кто-то просто переплывает, там, допустим, хватает даже там 2 лошадей, чтобы просто там переплыть речку, допустим, там, постоять с лодки, порыбачить. Вот. Соответственно, здесь нужно понимание. Но начинал, ребята, именно я с пятерки, потому что пятисильный мотор, это комплект эгоист, я так называю. В одного это даже, ребята, комплект, понимаете? У меня была 380 игла НД и пятисильный мотор. Я в одного выходил на глиз, и 25 километров в час я на нем бегал. То бишь вполне достаточно куда-то уехать на рыбалку, за час пройти 20 километров плюс-минус, в принципе, вообще достойно, я считаю. Экономия колоссальная, он легкий, он удобный, почему бы нет. Ну, в дальнейшем я понял, что мне не хватает, я, конечно, приобрел мощнее. Но так вот вообще середина, ребята, середина, я скажу, это пятерка. И кто, допустим, начинающий, надо начинать именно с этого мотора, мне кажется. Заодно поймешь вообще, как управлять, как маневрировать, пятое, десятое, в общем. А потом в дальнейшем, если будет маловато, то можно будет что-то думать дальше. Ну а так, в принципе, для новичка, для такого, я не знаю, для охоты, для рыбалки, для переездов, пятерка это вообще классный вариант. Ну, понимаете, ребят, комплект эгоист, повторяюсь, ходит на глиссирование только в одного вещи, грузишь еще одного человека, все, он не идет. В общем, такие дела. Сегодня, друзья, на обзоре у меня китайский лодочный мотор от компании Flysr. Сразу скажу, ребята, компания мне предоставила на честный обзор, я его не покупал. И сегодня мы просто рассмотрим его, заведем, вообще пощупаем немножко, покатаемся, посмотрим свои моменты и в целом, ну, что там
для вас, может, какое-то будет понимание, как бы. Потому что мотор бюджетный, ребята, один из самых бюджетных сейчас на рынке. Соответственно, цена вопроса. Посмотрим, какое качество. Так что поехали. Так, друзья, ну что, распаковочка. Ну, как и все моторы, пришел он мне в коробочке, ребят. Вот в такой коробочке. Транспортная компания. Кстати, довольно очень быстро. За неделю. За недельку, ребята, он уже был у меня. Ба-бам! Сразу скажу, что мотор у меня не остается, ребята. Я его возвращаю компании, чтоб потом не писали, не говорили. Опа! Так. Ну вот, в принципе, все отлично, ребята. Давайте потихоньку начнем. В допе идет 12-литровый бак внешний, что немаловажно, ребята, потому что во многих даже и не идут баки, почему-то, не знаю, к сожалению, отдельно надо покупать, а бак стоит не из дешевых. 12-литровый, такой же разъем, как и у меня, в принципе, все стандартно, можно, в принципе, брать и 24-литровый, там, ну, всего лишь ест, ребята, как мне не изменяет память, 2,5 литра на час, в общем, полного бака достаточно куда-то скататься, порыбачить и вернуться обратно, и не надо никакой-то запас брать с собой. Так, бак у нас есть. Помимо бака, ребята, есть у них на пятерках еще внешний, точнее внутренний бак. Можно использовать, как бы, если куда-то ненадолго, то можно только свой использовать. Так, ремкомплект, небольшой набор ключей, свечник, отвертка, плоскогубцы, ключ на 10 на 8, запасные резиночки, это под редуктор под масло, и шнур под стартер запасной. Так, это у нас есть. Угу. Шланг, ребята. Все уже с коллекторами, как правильно называется, игрушка. Не знаю, где-то, наверное, метра, ребята, 2,5. Силиконовый, очень нежный, такой, не такой дубовый, знаете, как на многих моторах, допустим, как на Тахариках. Вот там почему-то он такой грубый. Почему сразу говорю, ребят, потому что, допустим, в использовании зимой, весной или осенью, когда уже прохладно, все это дубеет, не очень это удобно. Ну да, друзья, 2,5 в районе 3 метров шланг, мягенькая игрушка, все четко. Кстати, очень удобно эксплуатировать в одного, когда лодка задирается дыбом, бак грузишь в нос, чем-нибудь фиксируешь ее утяжками, и лодка у нас с помогающим баком выходит на глиссер спокойненько. Так, здесь у нас пакетики, все четко, все в пакетиках. Так, ну, сама, ребята, книжечка, тоже посмотрим. Так, ну вот, это сервисная книжка. В общем, понятно, что она без всяких там заполняний, потому что мне его предоставили. Ну и, в общем, как эксплуатировать, техническое обслуживание, свечи, в общем, все четко. Кстати, все на русском, все хорошо, ничего не надо там смотреть. Все, ребят, смотрите, показано, то бишь для новичка. Как заправлять, как мешать масло, какие-то моменты, даже вот по установке мотора. Все это понятно. Ладно. Как обычно, ребят, мы это все не читаем, правильно? Нам это не интересно. Небольшое понимание уже по лодочным моторам есть. Понятное дело, что на канале присутствуют и матерые водомоторщики с хорошими двигателями, с большими лодками. Ну, сегодня рассматриваем бюджетный вариант, ребята. Именно мотор небольшой. Мотор. Опа. Так.
Коробочку мы убираем. Коробочка нам не надо. Ну и вот в такой пленочке еще, ребят, заматан. Сейчас мы его размотаем и продолжим дальше. Так, друзья, ну вот наш красавчик подвесил сделать так внешний обзор. Посмотрим, что под колпаком. Ну, в принципе, ничем не отличается от пятерок. У меня была пятерка Хайди. В принципе, все то же самое. В таком черном исполнении красиво так выглядит. Сразу понравилось, что, ребята, все смазано. Вплоть даже до зажима, дротельной заслонки и так далее. В общем, ребят, давайте немножко посмотрим, как все тут выглядит. В общем, румпель, кнопка ЧК стоп уже, смотрю, на румпеле стоит. Кстати, немаловажно, очень удобно, да, глушить. Потому что, допустим, у меня на Хайди стояла вот именно здесь. Не очень было удобно совать чеку, потому что здесь вот все очень близко. А здесь вот ребята сделали вот здесь. Так, это у нас регулировка зажима газа, ребята, то бишь подтянули. Газ у нас потуже, расслабили, он помягче, то бишь сам под себя выбираешь. У меня лично, допустим, на 9,9 затянут очень крепко, потому что я, бывает, даю, допустим, газа и, бывает, убираю руку, и газ у меня не уходит обратно, а лодка идет жестко. Также и сам мотор, поворотный механизм затянут жестко. Ну, бывает, где-то надо дотянуться что-то. Поворотный механизм затягивается, ребята, вот здесь таким барашком. Кстати, тоже очень все удобно, не надо никуда дотягиваться. Здесь у нас кран, то бишь мы переводим флажком. Это у нас внутренний бак. Я вам уже сказал, что здесь присутствует он. Кстати, это надо затянуть. И если, допустим, подключаем уже внешний, то переводим на внешний. Так, у нас, смотрю, здесь петелька есть, ребят, такая интересная. Можно подвесить цепочку. Ну, мало ли куда-то ударишься, чтобы не уронить, не утопить мотор. Вот такая резиночка защищает, тоже молодцы. И что удивляет, ребят, смотрите, какая жесткая, мощная дроссельная заслонка. Тоже все смазано, все смазки. Обычно она такая тонюсенькая, а здесь прям такая уверенная. Не боишься ее там как-нибудь там сломать, там ее завернуть как-нибудь. Так прям жестко сделано. А вот переключатель скоростей, то бишь, ребята, нейтраль, задняя, нейтраль, передняя. То бишь, он здесь выполнен сбоку. На больших моторах, на многих флажок здесь, а здесь именно сбоку. Ну вот она вот немножко, конечно, слабовата, мне кажется. Хотя не знаю. При перевозке, понятное дело, перевозим на румпеле, но мало ли положили как-нибудь неправильно и можно завернуть. Так, идем дальше. Подъемный механизм. Раз, два, три. 3 положения. В общем, 3 подъемных механизма, ребят. Раз, мелководный. 2 мелководный, допустим, если где-то по милям проходим. Ну и 3, получается, уже это сам полностью мотор на подъеме. Ну, оставляем его так или наоборот спускаем. В общем, все это присутствует у нас. Так, раз, два, три, четыре, 5 режимов угла. Обычно, ребята,
хожу я именно на втором угле. Сейчас мы сразу и поставим. Сейчас мы сразу, ребят, и поставим на второй угол. Опа. На второе положение. Это надо подбирать уже под лодку, ребят. У кого какая лодка, соответственно, там нужно смотреть. Угол тоже немаловажно. Выходить на глиссирование. Все. Поставили на второе положение. Ну, в принципе, как-то так. А винт тоже в черном исполнении. 6-й шаг. Здесь до пятерку можно до 9 ставить. Очень понравилось. Смотрю, все в заглушках резиновых, ребята. Раз заглушечка, 2, 3. То бишь нет никаких пустых отверстий. Мотор стоит там под дождем. Ничего никуда не затекает, не заливается. Это тоже немаловажно. Даже здесь, смотрю, сделали вот такую защиту. Допустим, если используем внутренний бак, то здесь она у нас закрыта. Так, ну все, чека на месте. В принципе, откроем колпак и посмотрим, что у нас под колпаком. Вот такой колпак. Так. Ну вот, в принципе, ребята, как я говорил, бак в объеме 2,5 литра вроде. Ну, ничего тут интересного, в принципе. Сами, кто у кого моторы есть китайский, тот, наверное, знает. Карбюратор, коммутатор, в принципе, да и все. Все, в принципе, смотрю, хорошо. Ну, все смазано, все аккуратненько. Вот, как-то так. Сейчас еще единственное проверим масло в редукторе. Масло должно быть по заводу. Посмотрим. На всякий случай надо проверять, ребята, кто покупает моторы. Бывает, что забывает заливать. Ну, всякое же бывает. Ну, а так, в принципе, на внешний вид все сделано грамотно. Ничего, никаких изъянов. Все в смазке. Все хорошо. Какой жесткий поворотный механизм. Офигеть. Ну все, ребят, что, проверяем масло. Заливаем бензин, разбавляем с маслом. Ну и, наверное, на воду. Покатаемся. Тут, в принципе, показывать больше нечего. Будем смотреть, как он у нас заведется. Так, масло есть, ребята. Масло присутствует. Так что все нормально. Так, ребят, мотор новый, будем обкатывать. Если на обкатанный мотор наливаю 200 грамм на 10 литров, то здесь, ребята, на 10 литров наливаю пол-литра. Пол-литра масла. Я думаю, десятки нам хватит.
Сеточка присутствует. Ну и жаришка, ребята. 9 утра, а уже невыносимо. Мотор, ребят, в принципе, внешне все выглядит аккуратно, четко, хорошо. Масло в редукторе присутствует. Разбавил бензин, десяточку. Ну и как раз до этого случая с корешком договорился. У него стоит лодочка, как раз НД, вроде как надувная 330-350, я не помню. В общем, попросил у него как раз прокатиться для этого мотора, потому что на свою вешать, но смысла я не вижу. Ну и поедем на реку, чтобы скучно не было, возьмем спиннинг, возьмем воблера, походим троллингом, потому что первые 2 часа сейчас как раз именно в этом режиме. Заедем в магазин, возьмем каких-нибудь питьевых веществ, потому что на реке тяжеловатенько будет. Ну, поглядим на этого малыша, что он покажет. Поехали.
Так, друзья, ну что, попробуем запустить. Накачаем кружку. Так. Все, топливо прошло. Немножко газику дроссельную. Так, есть. Ну, с третьего раза, ребят. Контролька побежала. С третьего раза, ну, то бишь с первого он пыркнул, со второго завелся. Ну, сейчас минут 10 пускай потарабанит. Вот такая лодочка у кента. Как раз под такой моторчик. Вот у него цепочка уже висит. Как раз вот, чтобы не потерять мотор, вот сюда можно его вешать. И нормально. Ну, понятно, таких скоростей нету, чтобы удариться где-то, чтобы мотор вылетел, но все же. Все, пускай тарахтит. Ну что, ехаем. Ну, для такой лодочки вообще великолепно. Конечно. Вот, ребят, в таком режиме сейчас 2 часика надо походить. Непривычно, конечно, все маленькое, моторчик маленький. Я там что-то пытаюсь его дернуть, завести. Это же игрушка. Шикарный мотор, конечно, 5 вообще в целом. Это и для сплавов, и куда-то там на охоту съездить. Легкий. Жалко, что вот жалею, что продал свою первую 5, потому что, блин, вот этот мотор необходим. Вот на сплав тоже пойти. Бывает, места надо пройти вот именно махходом, потому что, ну, не клюет там или что-то еще. Вот такой маленький моторчик. 2.6, там 3, это как бы понятно. А вот 5, она просто и на глиссер может выйти. Ну и вообще в целом нормально. Люди купаются, загорают. Жара, погода. Ну, сейчас пройдем тут обрывчики, попробуем потренинговать. Короче, разденемся. Вчера, правда, позагорал неплохо. Значит, все болит. Не знаю. Такое себе тоже. Ага. Красота, блин. Все, фуркает. Нормально. Ну что,
Давай-ка мы попробуем. Опа. Деревенские обрывы возле деревни. Ну вот так и пойдем. Примерно плюс-минус. Один цилиндр тарахтит так неженько. Нежно. Ну как-то так. Ах ты. А вода, блин, ребята. Все. Воблер загудел. Нормально. Сегодня вроде как будто вечером будет дождь. Обещают всю ночь. Завтра гроза у нас. Все. Сейчас зайдем на малую реку. Там походим. Короче, такой себе, ребят, обкатка, конечно. Ну, как обкатаешь, так и походишь, как говорится. Тарахтит зверенок. Ничего так. Нормально. Ох, жара, ребята, ужас. Рыба, ребята. Рыба какая-то. Рыба-кит. Хо-хо-хо. Зверюга. Тихо, 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 мать. Ах ты, блин. Щурагай местный. Местный щурагай. Жарко. Сейчас, мне кажется. Ох ты, вода какие. Пусюки. Пусюки, а вода. Рыба, 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 кит. Так, друзья, ну что, обрывчики прошел. Народ купается. Народ купается. Еще рогайка попалась. Но сегодня задача-то не по рыбалке, ребят. Так, чтобы скучно не было. Думаю, возьму колоночку вообще с музычкой, да. Нарушение прилетит. Так, недалеко устье лесной речки. Туда запрем. Надо немножко тоже давать жару. Чуть-чуть, потому что маслом забивается все-таки на обкатке. Масла много. Нормал. Мне нравится. Ладно, поехали, ребят. Охота дать жару, но нельзя еще пока. Вот и устье. А вот и устье, ребята. Речушечка. Попробуем здесь тоже троллингом немножко. Ну так. Я тут пройду и больше в основном не буду ходить. 2 часа главное убить, потом можно будет серединочку давать, перегазовочку, посмотрим мелководные режимы, посмотрим вперед-назад, в общем, как ведет себя приключение. А так нормально. Ну, игрушка, ребят. После 9.9 прям не ощущаю. Помню, когда пересел с 5 на 9.9, сразу такая моща, вот этот газ, блин, я долго привыкал, конечно. Ну, недолго, но прям чувствовалось сразу. С 5 лошадей на 15 пересесть, конечно. Поведение мотора и все это остальное. Так, ну что, попробуем здесь. Тут, конечно, желательно в обкидочку, видите, такие заводюшки есть. Ну, даже задачу не поймать, потому что жарко, ну, блин, рыбу не сохранить просто было.
Поехали. Изначально, ребят, я брызнусь. Ноги просто сжирают. Вон они. Летают, блин. Хрен вам, а не мяско. Хренушки вам. Кровушки захотели попить. Блин, что-то все у меня разлетается. От жары, походу, все разлетается. Не, ребят, как думаете? Так, ладно. Кинем воблерочек. Правда, возможно, загубление здесь надо поменьше, потому что вода упала сейчас. Трава повылазила, вон всякая разная. Вот так потихоньку поползем. Такого плана мотор, ребята, вот как раз вот для таких целей. Вот для таких речек маленьких. Там жерлички поставить, троллингом походить, куда-то дойти, потому что летом она в основном здесь заросшая. И вот где-то вот проходить вот прогальчики небольшие. Все удобненько. Вот именно вот для таких целей, для сплавов. Как раз. Опять друг Григорьевич у меня встретился. Блин, не буду мешать тогда ему. Тогда не буду мешать, подойду, поговорим. Григорьевич, но тебя только здесь можно увидеть, да? Ты, наверное, меня не узнал? На лодке на такой. Григорий, ты, говорю, меня не узнал, да? Меня все по лодке узнают. Тут пацаны тоже едут, в упор даже не машут, а потом в упоре думают, нифига себе. А, как я сказал, Григорьевич, ну да, только я тебя так называю. Ну что там? Поймал что? Новый мотор, говоришь, хочешь такой? Давай повесим тебе. За полтинник. Пятерка, Григорьевич. У тебя 2,5, да? Ладно, заглушу. Что ты решил на это кататься? Да это не моя, это у друга. Мотор обкатываем новый. За полтинник покупали, да? Ну, где-то он так, плюс-минус 40 тысяч, 48, 50 стоит, наверное. А ты что, колпак снял? Жарко, да. Жарко? Что у тебя, контролька не бежит, что ли? Нет. Контролька, охлаждающая. Какая контроль? Ну, я имею в виду вода. Видно, горячая она. Горячая? Ну, этот Ильдуха смотрел, да, говорит, что это, ну, у них мода такая. Болезнь такая? Да, это, говорит, тут-то, говорит, и тут, Ну, какая она горячая, Григорьевич? Какая она может быть горячая? Да у меня руки не держит. Серьезно? А, холодная вон вода. Сейчас я включу, тоже коробная будет. Так я уже 2 часа тарахчу, обкатываю мотор. Все, так она его сейчас прогоняет, Ну что, показывай, что поймал-то? да вот, блядь, тут нахуй, вот. А то надубасил уже, бля. Там ловил, тут нихуя не берет. Да. Ну, Григорьевич, красавчик, рыбачит, ребята. 70 лет мужику. Молодец, еще двигается. Он днем приезжает, сюда заезжает, мелочь ловит, а потом на большую речку с лодки рыбачит. Сегодня, правда, дождь, говорю, погоду не смотрел. А сколько, говорит, дождь? Я говорю, как будто в 6 начинается, не знаю. Поэтому прогнозы тоже верить нельзя, блин. Так, ну что, сейчас вот, ребят, пройдем поворотик. У нас 2 часика уже закончилось.
Можно будет покататься. Так, друзья, ну что, все, в принципе. 2 часа мы прошли. Теперь можно полгазика, средь газика давать, ну и местами максималочку выдавать. Так что нормально. Давайте посмотрим по скоростям, по задней, по передней, по нейтралке. Вот у меня была 5, почему-то у меня задняя всегда включалась с хрустом таким. Я вроде и резко включал, ну передачи надо резко включать. У меня прям такой хруст был неприятный. Ну, в целом как будто бы ничего за все время эксплуатации, просто не знаю. Может так и есть как бы относительно. Здесь очень мягко включается. Я вот включал, мне понравилось. Вот нейтральная скорость, ребята. Включаем переднюю. Нейтраль. Включаем заднюю. Ну есть, да, небольшой хрустик. Нейтраль. Передок. Нейтраль. Зад. Ну да. Слушайте, да, такой хруст типа небольшой. Нейтраль. Передок. Нейтраль. Назад. Ну да, есть такой щелк. Ну это, скорее всего, так и есть. Нейтраль. Передок. Нейтраль. Назад. Ну не то что хруст, а щелчок просто. У меня прям похрустало вроде как будто бы. Задняя скорость есть, это тоже удобство, ребята. Во многих маленьких моторах нет задней скорости. Угол поворота, кстати, смотрите какой. Можно лодку крутить на одном месте прям. Ну, развернуться на пятаке прям. 3 секунды. Че? Дадим жизни, ребята. Лодка, конечно, не по мне. Но я не знаю, как она ходит. Ходка, не ходка. Я думал ПНД, а здесь не ПНД, ребята. Киль есть надувной, небольшой. Ну вот. Полгаза, ребята. Даже вытянула на глиссер, ребята. Ого! Полгазика. Ну что, ребята, полгазика дал, прокатился, даже немножко в глиссер. Ну понятно, вот как раз именно вот такого плана лодки для 5 самое то. Так, по поводу мелководных режимов. У нас здесь их 2. Вот первый режим, ребята. И второй. Если вот где-то мелячок есть, тоже немаловажно, очень удобно, кстати. Вот где-то вот вдоль травы пройти. Отпустили. Первый. И второй. Ну и мотор, в общем, полностью поднимается. Вот так, таким образом. Фух.
Даже смотрю, травку какую-то поймал, что ли. Да, чуть-чуть травку поймал. Надо почистить. Что могу сказать, ребята? Рабочая лошадка. Понятно, что сейчас ты ничего не скажешь по поводу этого, как он дальше будет себя показывать. А так в целом мне нравится. Так, мотор у нас горячий. Заводим, ребята, уже без дроссельной заслонки. Летом, в принципе, она уже не нужна. Мотор заводится. Все нормально. Кстати, надо чеку проверить. Все хорошо. Все отлично. Без чеки. Заведется, нет, ребят, китаец? Нет, не заведется. Нормально, ребят. Бегает. Вроде как бегает. Фу, ребят. Короче, поехали на пляжик и скупнемся, наверное. Потому что что-то жарковато. Правильно? Правильно. Прибыли, прибыли, прибыли. О, красота. Сразу жить охота. Вода теплая, ребята. Блин, на реке надо сидеть. Сейчас выходные, там вроде гроза. Беру семью и на пару дней точно валим. Потому что летом может быть резко закончится, надо воспользоваться. Так, ну что, хочу дать, ребята, полный газ чуть-чуть. Понятно, что еще не надо ходить. Периодически в таком режиме. Перегазовываться. Среднячок. Ну, в общем так. Но уже можно давать полный газ.
Так что у меня есть программа, ребят, хочу замерить максималку. Ну, лодка, это Тайга вроде, 330-я. Не знаю, она немножко дельфинирует, я так понимаю. Потому что полы вот так что-то хоп-хоп местами там. Ну, посмотрим. Ну, 20-ку она должна свою бежать, ребят, по-любому. Ну, приложение спидометр называется, ребята. Так, сейчас вот надо обновиться. Все, я не знаю, будет вам, ребята, видно, не будет. 5 километров. Ну что, поехали. Одиннадцать. 12. 16. 18. 20-ка, ребята. 22. 23. 23, ребята, и лодка дельфинирует. Полы скачет. — 23, ребят, километров в час. Остановить. Не знаю, видно, не видно, ребята, вот. 23 километра в час. Ну что, 20-ка у нас выбежит. И это нормально. Не знаю, ребят, что еще показать по этому мотору. Да, в принципе-то ничего и нечего. Все в дальнейшем, все будет зависеть эксплуатация. Как он будет себя там вести, как заводиться и так далее. Ну, в первое впечатление хорошее. Неплохой китайчик. Имеет место быть. Так что я бы себе такой взял. Прокачу сейчас, ребята, туда съезжу. Тренинговать, скорее всего, больше не буду. Жарко, да и, наверное, смысла не вижу. Вода прогрета, а щука сейчас, наверное, тоже болеет, там где-то гасится. Короче, не знаю, или утром, или вечером. Просто похожу, прокатимся, в общем. Ну и домой. Такие дела. Все, братцы, я дома. Пожужжал, покатался. Ну, понятно, полную обкатку я не прошел, но самое основное пройдено. В принципе, мотором доволен. Мотор, на мой взгляд, неплохой. Сделано все грамотно, все работает, заводится. Без всяких нареканий, в общем. Ну, а так, ребят, кому будет интересно, ссылочку на Озон оставлю в описании. Сейчас хорошие цены, и помимо пятерки, понятное дело, есть вся линейка 9.8, 9.9. Кто рассматривает,
взять моторчик, в принципе, можете посмотреть. Все, ребятки, буду прощаться. Ну, такой тест, обзор. Может, кому-то будет полезная информация. Кстати, напишите, кто на чем ходит. Было бы интересно почитать. Я знаю, водомоторников у меня на канале немало. Ну, так, всем удачи, ребят, на воде. Пока.